Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Одними из героев нашей передачи становятся воспитанники приемных семей. Данил Иванов из приемной семьи Павловых недавно вернулся в Якутск в числе выпускников третьего выпуска Пекинского международного колледжа искусств. В Международном колледже искусств в Пекине одна из самых лучших цирковых школ в мире. Здесь обучается более 1000 учеников. В этом году 19 студентов из Республики Саха-Якутия получили дипломы колледжа. Среди них дети из Анабарского, Среднеколымского, Вилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского, Намского районов и города Якутска. Наш герой Даниил Иванов выдержал 6,5 лет каждодневных тренировок, проявив упорство и стремление к достижению цели. Данила, можешь рассказать мне вот для примера один день из твоей жизни здесь? Мы встаем в 6 утра. Сначала у нас стойка идет, а потом идем кушать. Стойка до 7:30. Мы идем кушать, потом убираем комнаты до 8:30. С 8:30 до 11:30 идем тренироваться. С 11:30 идем мы кушать. До 1:30 мы спим, а потом до 4:30 мы тренируемся. С 4:30 до 8:30 мы тоже тренируемся, а потом отдыхаем. И так каждый день идет. Сначала было трудно. Потом мы привыкали, потом кто-то плакал, кто-то скучал по дому. Потом мы все претерпели. Наши ребята успешно обучились в одной из лучших мировых цирковых школ, получив высокую оценку китайских тренеров. 今天的演出，雅库特的小孩演出怎么样？我觉得非常的棒。他们今天的这个表现，我觉得把他们那个在中国学到的这个技术，还有他们的这6年的这个学到的这些知识，我觉得体现的非常好，非常棒啊。Очень хорошо выступили. За эти 6 лет они очень много достигли, и мне очень понравилось, что Мне очень понравилось сегодняшнее представление, как они показали себя, и сказал, в общем, ему очень понравилось. Даниил 也是，他是高空节目皮条，挺好，挺吃苦。Даниил работает у нас воздушный номер, и, конечно же, тоже очень хороший мальчик. Большую поддержку якутские студенты получили от Степана Андреева, представителя нашей республики в Китае. Во время нахождения, обучения в Китайской Народной Республике, ребята сейчас получили большой опыт работы, потому что мы знаем искусство Китая, знаем акробатические навыки вообще китайских мастеров и так далее. И школа у них, вообще в этом направлении китайская школа является одним из лидеров в мире. Я вообще надеюсь, что это вот поколение, это уже третье поколение ребят, действительно будут, нести в себе вот этот опыт, эти навыки, которые они здесь получили, и радовать зрителей не только у нас в Якутии, но и в России и во всем мире. Успешность обучения наших ребят, их достижения на различных цирковых фестивалях определили перспективу следующего набора на обучение. По поручению главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева мы провели еще предварительные переговоры, протоколы намерений. Сегодня мы заключим с директором о том, что мы продолжим обучение 20 детей. 6-летний период учебы будет сохранен. По стоимости обучения
мы еще договоримся дополнительно, как вот, ну, по источникам финансирования все, когда определится. И обучение будет производиться, ну, после, наверное, набора, ну, после защиты нашего бюджета, определения всех источников с 1 марта 2020 года. Наши ребята обучались в Китае в рамках целевой подготовки специалистов. Хочется поблагодарить наших президентов, наше руководство, правительство, ну и, конечно, департамент тогда был по подготовке прогнозирования кадров. И, конечно, Мучина Матвея Васильевича, который заложил первое начало обучению наших ребят в Китае. Сейчас, ну, конечно, выпускники первого и второго выпуска Международного колледжа, они уже стали лауреатами международных многих фестивалей, конкурсов и сейчас составляют костяк нашего бриллиантового цирка Якутии. Ну, я закончил в 2011 году, нас было 21 человек. Я тут учился 7,5, ну, скажем, 8 лет. Когда вот пришел впервые, мне было 10 лет. Мне очень нравится вот акробатика и жонглирование. Мне дала пекинская школа очень многое. Я сейчас артист Саха-цирка. Нынешние выпускники также станут артистами бриллиантового цирка Якутии, украсив представление своими сложными и захватывающими номерами. Наши ребята отлично сдали выпускной экзамен, оправдав надежды тренеров и руководства колледжа. 我觉得今天的演出非常的精彩，也非常的成功。可以讲，我觉得是一场视觉的盛宴。Я думаю, наши студенты очень успешно выступили. И это большой успех, можно так сказать. 我们常讲，飞翔在于振翅，生命在于追求。我希望我们这批留学生能够在艺术的道路上不断的追求卓越，追求经典。谢谢。Я желаю, что наше поколение добиться и добиваются успехов, больших успехов в пути в будущем. Получив дипломы Пекинского международного колледжа искусств, якутские студенты выступили с отчетным концертом в бриллиантовом цирке Якутии. Одним из самых ярких и сложных номеров стал номер «Воздушные гимнасты на ремнях», представленный Анастасией Мединцевой, Никитой Слепцовым и Данилом Ивановым. Сегодня очень отлично было, очень круто. Аж мурашки, когда они вот воздушные акробаты сделали. Да, впечатление очень хорошее. Ну вот Данил у нас учился в Пекине почти 6 лет, да? 6 Да. лет. Как он за это время изменился, пока вы его не видели? Ой, он вот повзрослел, вырос. Он же, когда был маленький же, туда поехал. Сейчас вот вырос, самостоятельным стал. Да, серьезный такой. Уже профессиональный артист. Гордимся. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Знакомьтесь, родные сестра Виктория и брат Алексей.
Старшая сестра Вика очень любит шить, проявляя усидчивость и терпение. Меня зовут Вика, мне 15 лет, учусь в 9 классе в 21-й школе. Мечтаю я стать фотографом и вообще, мне все профессии нравятся. Вышиваю крестиком, занимаюсь спортом, бегаю легкой атлетикой. Вообще я разносторонний ребенок. Люблю выступать, рассказываю много стихов, много читаю. У меня есть еще младший брат Леша, ему 11 лет. Занимается футболом, проказанный, но все равно хороший. Меня зовут Леша, мне 11 лет, и я люблю заниматься футболом. В свободное время я делаю уроки, а после уроков я занимаюсь у тренера боксом, хожу в тренажерный зал качать мышцы. Мой любимый предмет в школе – это математика, потому что мы там решаем примеры, которые мне нравятся. Да, чтобы найти семью. Да. Чтобы мама с папой были добрые, не пили, не курили, чтобы не ссорились. И все. Вика опекает младшего брата, помогая ему во всем. Дети очень хотят жить в семье. Детям нужна семья. Именно в семье ребенок формирует привязанность к маме, к папе, а потом и другим близким, а это основа будущих взаимоотношений, дружбы, любви, родительства. Если не сложилось с биологическими родителями, то очень хорошо, что есть люди, которые являются приемными родителями. Много детей сейчас становятся приемными, а это значит, что очень много будущих взрослых людей станет счастливыми и способными жить в обществе, создавать свои семьи, реализовывать себя и растить собственных детей. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.